Свирепый и вместе с тем нежный, красочный и без изысков. Мнения о логотипе чемпионата мира разнятся. Кто-то сетует, мол, слишком грозным получился символ, а кто-то наоборот, видит в этом лишь плюсы. Ведь коми-мишка отражает не только серьезность мировых соревнований, но и особое стремление к победе наших коми-хоккеистов. Вариантов было достаточно много, и даже у нас были такие варианты, как Орлан Белохвост хотела очень сделать пропаганду этой птицы, потому что это очень достаточно как редкая хищная птица у нас в республике, и она затрагивает практически весь мир. А медведь, почему бы не использовать медведя, так как это все-таки символ России, республики Коми. По словам автора-победителя, в ходе работы не раз меняли цветовую гамму и варианты надписей, что весьма логично. Остановились на колористике коми-флага и английском языке. Турнир все-таки мировой. Участники ожидаются в том числе и из-за океана. Клубу болельщиков лично мне очень понравился логотип, выбранный конкурсной комиссией. Мне кажется, он очень хорошо будет смотреться на атрибутике, которая будет выпущена к чемпионату мира в 2021 году. При выборе победителя комиссия вовсе не опиралась на город-участника. Победить, отмечают в Министерстве спорта, мог любой. Так, например, одним из главных соперников стал участник из Казани. Пожилой мужчина представил более 10 работ. Все они, по мнению жюри, были достойны победы. Впрочем, истинный характер коми-края отразить все-таки не смогли. Но в итоге, учитывая традиции Республики Коми, наши цвета, наше отношение к медведям, комиссия приняла решение и взяли за основу логотип с изображением медведя. Также учитывалось то, что в логотипе должны быть обязательные элементы. К ним относится это наличие информации о Международной федерации бенди, место проведения и год проведения мероприятия. Выбранный логотип уже активно участвует в разработке брендбука чемпионата. В него войдет как форма спортсменов, так и сувениры для болельщиков. В стиле логотипа будет также разработан и символ будущего мирового первенства. Кроме медведя в качестве претендента рассматривают даже перу богатыря. Кроме внешней экипировки, полным ходом идет подготовка и главной игровой площадки – центральный стадион. Недавно демонтировали главную трибуну, на очереди зачистка территории и косметический ремонт фасадов прилегающих зданий. Стадион словно отстроят заново. Посадочные места с кнопками управления, усиленная охрана, различные кафе и современное освещение. Лишь завеса капитального строительства. Что там говорить, обновляют даже летнюю версию площадки. Помимо газона, к установке готовится и современный атлетический манеж. Так, уверены общественники, дух чемпионата будет жить в республике, даже после соревнований. Евгения Кладкевич, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.